Отелло – это не какой-то мифический персонаж из больного воображения Шекспира. Отелло живет в соседей из 32-й квартиры. В Степянке, Слепянке, Веснянке, Серебрянке. А сколько Джульет и Анна Карениных проживает в Шабанах, Дроздах, на автозаводе. Каждое утро они выносят мусор или покупают сардельки в магазине соседей за углом. А вы даже не представляете, кем куплены эти сардельки и какая русская психологическая драма разворачивается прямо сейчас у ваших соседей через стену. Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Я люблю тебя! Маша. Я сколько себя помню, я всегда тебя любила! Квитанции на оплату пришли. Неделю в ящике пролежали. Вы хоть иногда заглядывайте туда, Константин. А где привет, дорогой муж? Очень дорогой. Теперь заплатим по счетам с процентами. А бывает в нашей семье так, что жена говорит: здравствуй, любимый, улыбается мужу, смотрит на него, целует мужа. А муж вручает любимой жене букет. А ну дыхните. Как же вы умеете испортить праздник? Какой праздник? Да никакого праздника. А что тогда говоришь праздник? Ну просто хорошее настроение в нашей семье уже праздник. Может у меня быть просто хорошее настроение? Не может. Что случилось? Ничего. Что? Что? Феназепам, новопосит, недостаточно валерьянки. Надя, это тебе. Значит, феназепам. Что случилось, Солодов? Случилось то, Надюша, что мы так давно не делали друг другу сюрпризы. Константин, вы лучше сразу говорите. Быстрая смерть. Она же лучше медленного умирания. Да какая смерть, Надюша? Ты проиграл машину? Да нет же! Квартиру? Надежда, вы знаете, я уже давно не играю. Кота Барсика? Да вон тот Барсик уже. Не знаю, Константин, вы же меня просто до инфаркта доведете. Да какого инфаркта, Надюша? До миокарда! Вы меня, Надюша, последний раз перед свадьбой называли. Солодов, вы решили со мной развестись? Да ничего я не решил. Надя, я просто принес тебе букет роз. Да ты никогда в жизни мне ничего, кроме хризантем, не дарил. И то на 8 марта, на день рождения, он у меня в октябре, а сегодня 18 мая, Солодов, понимаешь? 18 мая. Вы возьмете букет? Нет, я не возьму. Я не возьму ни в конце и ни в концов. Пока ты не скажешь, что случилось. Хорошо, Надюша, хорошо. Успокойтесь, успокойтесь. Ну почему? Почему вы думаете всегда только о плохом? Алкоголь, игровые автоматы, развод. Почему в вашей голове даже мысли не мелькнет, что я мог получить новую работу, гигантскую зарплату, наследство, в конце концов? Солодов, работа у вас уже 20 лет одна и та же. Большую зарплату вам просто не за что платить. И родственников у вас нет. Что я должна думать? Действительно. К тому же, если бы вы получили крупную сумму денег, вы, скорее всего, выперли бы меня из дома, а привели бы помоложе и покрасивее, а не приносили бы домой букет. Надежда, вы что, серьезно обо мне такого мнения? Чего ж мы тогда живем вместе? Конечно, конечно. Когда у жены гипертония, артрит, больная щитовидка, сразу возникает вопрос, зачем же мы живем вместе? Ну при чем здесь щитовидка? А при том, что вопрос этот нужно было задавать до свадьбы. Зачем нам с тобой
вы со мной так не разговаривали, совершенно были другим человеком. Вы тоже, Константин, до свадьбы папин гараж не проигрывали и никуда меня не посылали. Ладно, Камиль Солодов, у тебя появилась баба? Надя, если бы у меня появилась баба, зачем бы я нес тебе этот букет роз? Вот и я думаю, зачем. Стоять! Как же я сразу не догадалась. Ты нес этот букет ей. Ну, конечно. Вы же знали, что я в отъезде, что у меня семинар в Бобруйске, но то, что отменился Константин, вы не знали. Я не помню ни про какой семинар, ни в каком Бобруйске. Не врите мне! Просто вас предупреждала. Между прочим, я всегда вас предупреждаю, вы не никогда. Потому что вам все фиолетово, Солод, вам же все фиолетово. Ждешь, волнуешься. И не говорите, что я вас не предупреждала, что вы первый раз об этом слышите. Я действительно слышу об этом первый раз. Вы решили развлечься, пока я работаю. Надя, я прошу прощения, конечно. А вы действительно считаете, что впаривание, продажа китайских шампуней и фитнес-чаев – это работа? Вы знаете, благодаря этой работе, которую вы так презираете, нам есть что есть. Нам есть за что делать этот чертов ремонт. Жаль, Солодов некому. Так я же работаю! Ты Утками! 4, 5, 6, 7. Дорогие букеты бабам даришь, Солодов. Конечно, конечно. Я нес букет любовницы к себе домой. Значит, любовница все-таки есть. Ты этого не отрицаешь? Да нету никакой любовницы. Да ты никогда больше 3 цветков мне не дарил, тут 25! Этот букет я принес тебе. Зачем? Зачем? Зачем бы ты тратил 200 рублей на букет, когда тебе каждый месяц 215 по кредиту платить? Я же знаю тебя, Солодов, как облупленного. Ты что, его украл? Ты украл букет? Солодов, что ты делаешь? Кому ты звонишь? Ты ей звонишь, да? Вот чек. Электронный. Ближе. Еще ближе. 375 рублей? Ты охренел, Солодов, платить такие деньжищи? Я просто хотел сделать приятное. Лампочку вкрути, и то приятнее. Полгода не напросишься. Случилось. Я решил начать жизнь с чистого листа. С ней? С тобой. Ладно. Долина цветов. Альшевского, 12. Это же другой конец города. Что ты делала на Альшевского, 12? Покупал цветы. А ты не мог купить их на Партизанского 107 у нас в Шабанах? Я захотел купить цветы на Альшевского до 12. На другом конце города? Да, я захотел купить свежие цветы в самом красивом магазине цветов. Солодов!
облупленного. Ты еще продолжаешь пудрить мне мозги, а шеф по 12. Самый красивый магазин цветов. Это же ритуальные услуги. Это ритуальный букет? Щелкнули совершенно! Надежда Николаевна, ритуальные услуги. Это на другой стороне. Магазины цветов, долина цветов. Это цветочный магазин. Ну, допустим. Часто ты проезжаешь мимо Альшевского 12. Я ездил между дома. Тебе дома мира не хватает. Я ездил смотреть посудомоечную машину. Понравилось? Очень. Ты ездишь покупать посудомоечную машину, Я смотрел посудомоечную машину тебе. В похоронном бюро. В мире дома я ездил смотреть посудомоечную машину тебе. Ну, допустим, ты убил кого-то или ограбил. Вы уже знаете, Надежда, я граблю по четвергам, убиваю по пятницам. А сегодня понедельник, выходной. Хочешь, чтобы я подтвердила твое алиби? Ты дура, Надя. Ты пришел меня сюда оскорблять? Я пришел тебе подарить букет. Проваливай! Вместе со своим букетом! Куда ты пошел? Проваливаю. Стремянку оставь! Она моя! А теперь проваливай! Стоять! Уже не слышишь, Катя звонит? Давай раздевайся. Быстрее, неси треногу. Ставь. Садись, разденься. Ты уже в конце концов сюда дома в плаще ходишь. Давай быстрее. И спрячь букет. Не позорься перед дочерью. Улыбайся. Улыбайся. Привет, котенок. Привет, пап, слушай, вы знаете, теория, чем можно на рыбу брать? Капец, прямо на лице. Мне какую-то смазь, чтобы все быстро убралось. Катюшка, главное, пальчиками не трогай, оно само пройдет. Сама ночик станет, когда пройдет. Ну, до свадьбы заживет. Вряд ли. А в каком смысле, доченька? В прямом, я выхожу замуж. Здорово. А за кого? А за Матиаса. Здорово. А кто это озаботился? Пап, такой классный, он очень на тебя похож. Вот это действительно здорово. Катя, а где вы жить собираетесь? Ой, мама, я с Матиасом хоть на край Москвы готова. Так, это серьезно. А когда свадьба-то? А как снимать, снимут так сразу. Чего? Шутка. Очень неудачная доченька. А свадьба в воскресенье. А еще одна шутка. Так, да прекратите сейчас же. Катя, слушай меня. Слушай меня, май на дворе. В мае жениться нельзя, всю жизнь будете мариться. Ну же вы расписались в мае, все ок. Ну да, да. Какой ок? Катя, слушай меня. У меня выбора не было. Ты со дня на день должна была родиться. А это вторая новость готова? Вы станете бабушкой и дедушкой. Ура! О, Боже. Шутка! Шутка! У нас в воскресенье в этом парке прыжок с парашютом. Господи, какое счастье. Катя, ну вот скажи мне, как можно такими вещами шутить? Ну, тюрьмой, дедушка, бабушка, ну такие вещи не придумывают. Ну что это такое, в конце концов? Мама, мы знакомы с тобой 20 лет. Если бы я просто сказала про прыжок с парашютом, ты бы сказала только через мой труп. А так ты сказала, какое счастье! Ну давай. Так, что правильно тебе? Отец, скажи что-нибудь, что ты молчишь? Катенька, врать все-таки нехорошо. Хорошо. Но я не врала. Вы же в любом случае когда-то станете бабушкой и дедушкой. Я просто не уточняла, когда. Бабушка. Сам ты бабушка! Какая ты бабушка, в конце концов? Заматил? Бабушку нашел. В конце концов, я так понимаю, нас с отцом на свадьбу не приглашают. Нет, если вы с папой готовы спрыгнуть с парашютом, то welcome. У нас все гости прыгают, такие условия тусовки. В воскресенье, 17:00, аэродром Тушино. Катенька, ты что делаешь? У мамы тиск. И артрит у нее. Гипертония. И больная И щитовидка. щитовидка больная. Ты что? Спасибо, что напомнил. У бабы гипотония, подагра и трахикардит. Тахикардия. Это не важно. Катенька, Катюшка, а как ты думаешь, нам стоит прыгать с таким букетом больячек? С таким букетом не стоит. Ну поэтому мы вас и не приглашаем. Да не парьтесь. Я вам штамп по паспорте скину. Считай вас. Катя, какой штамп? Все, шутка, вам. Узнай информацию. Все, чего печалитесь. Пока-пока. Треногу убери. Тем. Ну и куда вы, Константин?
Но вы же сказали выйти. Присядьте, поужинайте на дорожку. Как романтично. Прошу. Благодарю. Свеч нет. Какая романтика. И что у нас сегодня на ужин? Икра красная, икра черная, крабы фиолетовые и марципаны! А вы помните, как вы первый раз приготовили мне цыпленка табака? Дочь, в 20 лет замуж. Стирка, уборка, готовка, борщ. С чесночком, Еще с похожим на Солодова. с кинзой. Господи, где твои мозги, дочь? Да под водочку. Ну, хочешь прыгать с парашютом, ну прыгай, кто ж тебе мешает? Зачем же замуж-то выходить, а? Слушай, ну что ты трагедию делаешь? Может, он хороший парень? Ну что, не мешай мне расстраиваться. Он похож на меня. Да? Не самый худший вариант. Ну и не самый хороший. Еще позвольте спросить, я так уж плохо. Я работаю, не пью, почти не пью. Пожалуйста. Цветы жене приношу. Так и есть. Милый, заботливый, любящий муж. А какой, по-твоему? Лживый и равнодушный тюфяк. Даже мозги не смог дочери вправить. Вы бы проверили срок годности ваших лекарств? А ты что здесь мои лекарства? А, как я и думал. Просрочен ваш феназепам. А я вот думаю, что я его все пью и пью. Пью и пью. А вы все больше бесите меня. Вот сидите и бесите. Сидите и бесите. Ну, если я встану, я буду стоять и бесить. Стоять и бесить. А если вы ляжете, будете лежать и бесить. Лежать и бесить. Лежать и бесить! А если я начну краны ремонтировать? О, вы лучше обои наклейте! Да все равно, если я буду обои клеить, я буду клеить и бесить. Клеить и бесить. А если я, допустим, начну пылесосить, я буду... Не надо преувеличивать, Константин! Вы хоть знаете, как выглядит пылесос? С щеткой на длинной палке. Не угадаю. Это называется веник. А вы вообще помните, Надежда Николаевна, кто подарил вам этот пылесос? Как же такое забыть? Это же любящий муж на 40-летний юбилей. Ну что же еще можно подарить любящей жене и любимой жене на 40-летний юбилей? Ну только ж пылесос. Между прочим, по тем временам он стоил огромных денег. По тем временам? Да. Такое ощущение, что история была 50 лет назад. Помню, сон. Помню. Как мне хотелось, чтобы ты хоть раз в жизни подарил мне какую-нибудь цепочку. Или колечко. Или кулон. Но у вас же уже есть колечко. Да! Которую сама себе купила в кредит. Спасибо! Или хотя бы вот такой букет, как этот. Как мне хотелось, чтобы раз в жизни муж принес мне вместо хризантем розы. Так я и принес сейчас. А я сейчас не хочу! Мне тогда надо было! Ну нет! Вместо цветов мне смотрела в лицо щетка! С тысячи квартирок на чистке разных поверхностей! Господи, Солнце, как же я хотела тебе начистить рожу этой щеткой! Вас, женщины, не поймешь. Это был самый фирменный пылесос. Ешь! Тем. Очень вкусно. Слушай, ты можешь перестать есть, как бомж с тарелкой рису. Ты же знаешь, что я ненавижу, когда ты ешь с тарелкой рису. Я ненавижу, когда ты ешь стоя. У тебя же все на ходу, Солодов. У тебя вся жизнь на ходу, ты понимаешь? Ешь! Где? Да, если бы вы так со мной разговаривали до свадьбы. Что ты заладил? Разговаривала, не разговаривала? А как ты должна была с тобой тогда разговаривать? Ты же как-то спас
спас бедную девочку от хулиганов. Господи, как же я ненавижу этих хулиганов. Ну какого черта ты дома не сидела из ночи, а? И знаешь, вот так, Марина, вот ее тоже ненавижу. Посиди немного, еще не поздно. Посиди, посидела. А потом, Солодов, с тобой посидела. И знаешь, тебя ненавижу. Ненавижу, так что ты пошла не по улице, а решила срезать двора. Ненавижу. Может, вы и меня ненавидите за то, что я намылил морду этим козлам и спас вас? Чуковского ненавижу. А его-то за что? Музыка вроде такая красивая у него. Солодов, ты дебил. Тебе только кулаками махать. Чуковский — это писатель. Значит, однофамилец. Ну какая Мюзик — это Чайковский, а то Чуковский. Он муху цикатурку написал. Помню, когда Катя в детстве ее читала, меня аж выворачивала. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, а в руках его горит маленький фонарь. Как будто у комара руки есть. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея погубил, я тебя освободил, а теперь душа девица, по тебе хочу жениться. Мерзость какая. А муху кто-нибудь спросил, хочет ли она жениться? Точнее, замуж выходить. Наденька, ну, успокойтесь. Это просто сказка. Не трогай меня руками. Я аккуратно. Ты реально тупой? Ты даже аналогии не понимаешь. Да все я понимаю, Надюш, все понимаю. Здесь учу. Да, мы же никогда с тобой не пересечемся, Солод. Потому что ты смотришь тупые американские боевики, а я русские психологические драмы. Потому что это я смотрю. Американские психологические боевики, а не русские тупые драмы. Вот всегда говорят, параллельные прямые не пересекаются. Почему? Почему? Бесконечности где-то пересекаются. Бесконечности, бесконечные ссоры, бесконечное непонимание, тупость бесконечная, перепутать Чуковского с Чайковским. За это я тебя тоже ненавижу. Но я же не ненавижу тебя за то, что ты не можешь отличить на первый взгляд простейшую микросхемку ТДА 7812 от не менее простейшей микросхемки F2488. Ты просто так меня ненавидишь. Да не ненавижу я тебя! Я цветы тебе принес. Плесни ты водички! Лампочку крути! Не мне ты их принес. Хочешь доказательства найду? Не хочу, но кто тебя остановит? Феназепам просрочен. Раздевайся. Полностью. Какой неожиданный поворот. Полностью. Когда же это было? Вспомнила. Когда машина. Я не виноват, что мы спим в разных комнатах. Виноваты, Константин. Вот именно только вы в этом, Константин, и виноват. В гибели Ди Каприо. Титаника. Титаника тоже я виноват. Вы виноваты. В гибели моей любимой золотой рыбки. Вы забыли ее покормить. Но я действительно, Надежда
просто забыть. Просто, ну может же человек просто тупо взять и забыть. А ты всегда все просто, тупо забываешь. Ты рыбку мою золотую голодом заморил в животе. Она все равно не исполняла твоих желаний, рыбка ты твоя. Знаешь что, Солодов, ты тоже моих желаний не исполняешь. Ведь не забываю тебя кормить. Так, это... Плащ ты снимай. Зачем? Снимай, снимай. Снимай. Буду тебя опустить. Давай. Что тут стоит? Так, только что у нас тут. Карман. Я вижу, не слепая. Билеты в кино. Ну и с кем ты ходил в кино? Я не знаю. А что это? А что это, Костя? Обман зрения? Злые недоброжелатели подкинули тебе в карманы вражеские билеты в кино. Да я не знаю, Надюш, я действительно не помню, когда я последний раз был в кино. Ты забываешь, Солодов. Вспоминать, когда ты последний раз был в кино, а главное, Солодов, с кем? Не с кем я. С кем я был? Вспомнил, Надюш, когда мы с тобой купили машину. 13 июня. Ня. А на следующий день мы поехали с тобой в кинотеатр. Там как раз шла твоя русская психологическая драма. Маленькая строкочка, Солодов. Это было 100 лет назад. А билетики свежие. Так я 100 лет не надевал этот плащ. Солодов, я тебя видеть не могу. Мне противно смотреть на тебя, не говоря уже о том, чтобы слушать. Надя, как же мы с тобой, как же мы давно не были в кино, а? 100 лет, Солодов. Вот, я об этом. А ты вспомни, Надюш. Как? Ну, вспомни. Солодов, что ты делаешь, а? Вспомни, как нам с тобой было так хорошо, уютно. Вспомни. А что тебе не было хорошо, ты же дрых. Я бы хоть раз что-нибудь хорошее вспомнил. Я как сейчас помню. Там были билеты за 12 рублей в центре. Да. И по 6 по бокам. Да? Как ты решил сэкономить и взял по 6? Ну зачем тратить деньги, если можно в любой момент прийти в центр за 12? Но в тот день как раз зал был битком. И я сидела на самых позорных, дешевых местах у выхода. Да, все верно. По 6 рублей. Вот написано на каждом. И здесь. Да. Солодов, твоему скупердяйству никто не отменял. И жизнь тебя ничему не учит. Ты даже любовницы берешь по 6. Да не брал я, Надя! Сейчас и цен как таких нет на билетах. А кто ты знаешь? Ты же 100 лет не был в кино. Я предполагаю, кризис в стране. Окей! Google. Стоимость билетов в кино, в кинотеатре, в городе Аминске. О, смотри. Кинотеатр Пионер, кинотеатр Октябрь, кинотеатр Победа и куча других кинотеатров. Цена билета от 6 рублей. Подожди, Надя, так здесь же не кинотеатр Победа, не Октябрь, здесь же кинотеатр Москва. И что, Солодов? Так он же закрыт на реконструкцию. Я еще, дурак, тогда подписывал петицию против реконструкции. Господи! Не богатство. Спасибо, что не услышал меня. Иначе бы я тебе в жизни доказал, что эти билеты 100-летней давности. Солодов, что ты пляшешь? Потому что доказал, что... А зачем ты носишь в карманах билеты 100-летней давности? Может, в карманах еще и билеты на советские троллейбусы завалялись? Ну, ты пошарь хорошенько по карману. А я не люблю Солода, потому что самый безалаберный человек на свете! Да, алло, Солонов на связи. Алло! Идите. Это звонила она. Я не знаю, она это или он. По дыханию сложно определить. А вы по номеру телефона ответите, Константин. А мой телефон не знает этого номера. А вы перезвоните. Я не буду этого делать. Надежда, не подайте к крайности. Телефон отдал. Отдал телефон! Разблокировал!
сюда! Быстро! Давай, ответчик. Оставьте сообщение после длинного сигнала. Мы можем оставить? Конечно, конечно. Ты чё, газодрона? Ты чё, все рамсы попутала? Еще раз позвонишь на этот номер, я тебе все рога подшиваю! Надюша, это что такое у тебя? Что? Ты этого где набралась-то, Наденька? А, вот они, получается, твои психологические драмы вылезли. Кто-то просто ошибся номер телефона, а ты ему... Соловьев, у тебя все просто. У тебя чертовски все просто. А че я церемонюсь, в конце концов? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, опа! А вот сейчас вот сюда. Привет, Ириша. Привет доблестным сотрудникам КГБ. Иришка, я тебе там номер телефона бросила. Проверь, если можешь. Ага, срочно. У вас паранойя и мания, преследование, Надежда, это беда. У меня. Да у вас. У меня. У вас. У меня. Нет, у меня. Что? Отличная компания для артрита, гипертонии и больной щитовидки. Сказка! Какая сказка? Почему? Тук-тук! Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? Это я! Артрит все болит! Это я! Больная щитовидка! Гипертония хроническая! А вы кто? А вы? Парадокс! С вами преследование! Вот что там! Да идите жить к нам! Вместе нам тут всех веселее! Браво! Браво! Сказка! Бог! Чувство тебе плачет. Хоть бы раз додела до минут. Я все поняла, Сол. Я все поняла, Сол. Ты хочешь ее привезти сюда? Вы будете жить в нашей квартире вот на этом диване. Надя, что ты поняла? Как ты что, Надюша? Как мы можем жить с ней вместе? Какая муха меня укусила? Цокотуха! Ну вот именно, что? Домофон! Ну, домофон, да? Это она. Это она. А сейчас все выяснится. Давай, Петя, отвечай. Да чего? Мне сказать, что я дома. Давай. Да как Ты же еще скрывать. Давай-ка, Солодов, давай. Па! Добрый вечер. Добрый, кого вам? Вы не могли бы открыть мне дверь? Я 96-ю. Так, а что там? Стоять! Отошел! Девушка, а почему вы звоните в 105-ю, если вам в 96-ю? Да не отвечают они. Потому что их дома-то нет, а? Нет, все-таки почему зайти в 105-ю, а не в 97-ю или в 98-ю? Человек ненормальный. Нормально! Надя! Успокойся! Ты сейчас же! Успокойтесь! Надежда! Это она! Это ясно, что это она! Успокойтесь! Что? Женщина просто хочет попасть к соседке! Соседи 95-й. Это 96-я. 97-я. На худой конец 99-я. Но никак не 105-я. Руки убрал. Не подходи ко мне. Я не подхожу. Больше не трогай. Не трогаю. Так вот, кому букетик предназначался, да? Мужчина, 99-го года рождения, иностранный номер. Солодов, я что-то о тебе не знаю? Этого еще не хватало. Ты что? Ты с ума сошла? Ты что? На, телефон. У тебя телефон. Твое счастье, что он мне звонит. Да, Оля. Популин. Ага.
Артикул. Минута. Артикул 319. Экстракт корня лопуха. Да, заказала. А какой у меня голос? Нормальный голос. Ну, слушай, Оля, какой у меня должен быть голос? Жена в отъезде, по-русски на семинаре, а муж притащил домой букет роз для любовницы, 25 штук. Ага, представляете, любовница пришла, ловится в 96-ю. Ага, Солодов не доказывает, что он мне принес, просто так. Да-да, наш Костя Солодов, просто так. Последний анекдот. А еще Катя выходит замуж за Матиуса, который очень похож на Солодова, представляешь, да? Феназепам есть, Оля, к сожалению, уже не помогает. Благодаря Солодову вздумалось ему срок годности проверять. Понимаешь, я бы еще 10 лет была и не знала, что он не работает. Слушай, Оля, знаешь, я тебе перезвоню. Я перезвоню, вот мужа из дома выгоню и перезвоню. А знаешь, права ты, пойду я. Ненаглядная, что ты домофона, да? Меня нигде никто не ждет. Солнце летающая шляпа. И цветочки забери. Обязательно. А то Ратуля не примет. Искать Русь. Ты, блин, олигарх. Кто бы мог подумать, а? Ну можно выгнать мужа, если он побил, если он оскорбил, если он проиграл зарплату, проиграл все на свете, но за то, что муж принес букет жене, ну это же какое-то просто сумасшествие. А ты все это проделала раньше, Солнце. Аванс. Все суммируется, Костя. Чтобы получить портрет мужа, нужно суммировать все, что он проделал на протяжении всей жизни. Как минимум, семейной жизни. А я тебя не бил. А на дачу, Миша, ты что делал? Гладил? Вопросик, что ты делала с Мишей? Если хочешь знать, Солнце, я никогда в жизни тебе не изменяла. А ты меня обстенешь в этом. Я просто тебя легонько толкнул. Я не виноват, что ты не умеешь группироваться. Просто? Слушай, это все просто. Ты просто толкнул мне просто всю жизнь шрам на плече. Уходи. Назад! Катя звонит. Раздевайся. Солнце, почему ты все время одета ходишь по квартире? Потому что ты невыносимо. гоняешь. Куда я тебя гоняю? Кому-то нужен. Так, давай, быстро. Смотри ногу. И так вот улыбнуться, это дочь твоя. Давай, ближе, ближе. Так, отлично. Все хорошо. Поехали. Улыбаемся. Привет, котенок. Привет, привет. Привет, мама. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. А, Катенька, что случилось? Отец рядом? Ну, конечно, нашему еще быть. Вот он пусть уйдет. И это туда же. Подожди. А что это за новости? У нас с папой нет друг от друга секретов. Есть, мама. У нашего папы появилась любовница. Катя, ты что такое несешь, а? Тебе вообще не стыдно? Ты же дочь моя, Катюш, ты! А она что такое несет? Слушай. Ты чё, коза драная? Ты чё, вся обсыпала? Еще один звонок на этот номер, я тебе все равно отшиваю. Позор какой! Мэтт позвонил вам, чтобы познакомиться, чтобы руки моей просить. А она таких гадостей ему наговорила. Катя, а что это такое? А чего твой Матиус звонит? Просить руки по телефону, это за 2 дня до свадьбы, что это? Мама, это все, что тебя волнует, ты вообще это слышала? Слышала. А голос какой мерзкий, а, мам? Да, голосок прям противный. Да, голос неприятный. Надо не выглядчик. Где он вообще такую нашел? А лексика, мам, капец! Хотя лексика отвратительная, я согласна. Бедный Мэтт, бедная я. Позорище какое, я такого про вас рассказала. Лучшие родители, лучшая семья на свете. Это папа его на всю свадьбу испортил. Катенька, родная моя, так может повремениться свадьба. Ну куда ты торопишься, дочь? Мама, ты что, реально понял, с кем твой муж спит? А! Во-первых, он не только мой муж, но и твой отец. Как тебе не стыдно, Катя? Ну? Как ему не стыдно? А почему ты сразу решила, что ты любовница?
А кто мог схватить папину трубку и заявить мне такой любовнице? Так, слушай меня внимательно. Не смей оскорблять отца. Это он водил тебя на все кружки на свете. Это он потрачил с утра до ночи, чтобы ты получала лучшие боди, джазовки и платья. Это он, между прочим, послал тебя учиться в Москву. Но он тебя обманывает, мама. Он мне тогда жизнь спас. Это было 20 лет назад. И что? Если бы этого не произошло, мы бы сейчас не разговаривали с тобой о твоем плохом папе. Потому что тебя бы не было. Как трогательно. Да. Знаешь, Катя, он всю жизнь думает только о нас. Без напоминания лампочки впрочем. Ремонт доделал. Почти. Висит на доске. Почетом. А на нем висит какая-то... Катя! Как? Твой это тобой, в конце концов. Катя, вот сейчас тебе будет стыдно. Вот ты пожалеешь о своих словах, и тебе будет перед папой стыдно. Пустенька, любимая, принеси, пожалуйста, букет цветов. Присаживайся, мой дорогой. Вот этот великолепный букет цветов мне сегодня преподнес твой не менее великолепный отец. А что за праздник? Никакого праздника. Никакого. Старые завяли. Да, офигеть. Он делает это постоянно, без напоминания, как настоящий мужчина. Шизуха, сколько я пропустила, пока училась? Видно, как ты училась, доча. Не прошло и полгода, как уж замуж выходишь. А что ты этот матец за матец? Не дарит тебе цветов? А он говорит, что это не модно, да? А что было? Прыгать с парашютом. Так, кто это помил по телефону? Да тетя Оля хамила. Тетя Оля, да. Да, ты не узнала ее голос. Узнала. А при чем тут тетя Оля? И ты хочешь сказать, что тетя Оля могла разговаривать таким путлячим голосом? Да. Катя! Так, слушайте меня внимательно. Тетя Оля пришла в гости. Звонил телефон. Может, не знали, что мать звонит? Нет. Вот тетя Оля ответила. А почему тетя Оля ответила, а не ты или папа? Катюша, а что это такой за допрос у тебя? Ты этого где набралась? Где набралась этого, а? Так почему? Потому что мы с папой не привыкли разговаривать в такой тональности. Что это такое? А тетю Оле можно? Да. Она холерик. Наташа, мой папа святой, слышишь? Молодец, швянтес. Папуль, прости меня, пожалуйста, я правда не хотела. Ну, ладно. Мам, так и пусть мать там тетя Оля посоветовала. Мать Вишневского! Вишневского? Ну ладно, все, хорошо, чего не люблю. Пока, Катя! Пока. Опять этот балбон. Котя! Прости меня. Прости. Теперь уходи. Почему? Ты только что призналась, что я идеальный муж и отец. Ты поверь, Ты была убедительна. я и про Олю брала убедительно. Что ты сделаешь этой дочери? Ради дочери. Ради. Веский аргумент. Сколько раз мы с тобой не развелись ради дочери? Солодов. Сколько? После 35-го я уже перестала считать. Слушай, ну на самом деле, а чего? Чего? А дочь выросла, замуж не выходит. Ради кого теперь мучить себя? Ради Матиаса. Матиас! Ну, ради Кати и Матиаса. Ну, я же сказала, ну, что мы самая лучшая семья на свете. Надо как-то что ли соответствовать. Кому надо? Кате надо и Матиасу. Так надо, что они даже на свадьбу нас не пригласили. Пусть они нас пригласили, мы не можем. Да почему мы не можем? Там же все с парашютами. Ну да. Мне кажется, что я упускаю что-то очень важное. Футбол. Дочь пропускаю. Пропускаем. Упускаем. Да упустили уже. Да, наверное. Ноги подниму. Зачем? Это бабушкин ковер. Она никогда не делилась со мной своими мыслями, своими страхами, тайнами. Бабушка? Да какая бабушка? Дочь! Мне казалось, что заработать ей на платьице, на туфельки, на эти куда важнее. И я что-то пропустил. Костя, ну что ты так переживаешь? Я тоже всегда хотела узнать ее тайну, но она меня в них не посвящала. Солода, что ты делаешь? Ты в своем уме? Костя, подожди.
Надя, А? как ты думаешь, мы смогли бы прыгнуть с парашютом? Нет, Солодов. Мы бы убились, пока вы спорили, кто будет дергать за петлю. Не за петлю, а за кольцо, Надя. Послушай, это петля называется, это еще раз слышала. Петля на удавке, а это кольцо. Солодов, говорят, дернут за петлю. А ты не спорь со мной за кольцо. Я на военной подготовке проходил. Неважно. Мы бы убились, пока спорили, кольцо это или петля. Хорошо, а если надо репетировать? Солодов, ты сможешь? Я не переношу высоты. Но ты и меня не переносишь, а живешь со мной 20 лет. Подожди, дружок, ты решил умереть со мной в один день? Да, как в сказке. А как в сказке уже не получится. Почему? Там до этого жили долго и счастливо. Не хотя бы был смысл в один день умирать. У нас тоже есть надежда, смысл. Последний шанс не потерять нашу дочь. Солодов, ты серьезно собираешься прыгать? Да, и ты тоже, давай. Солодов? Надя, либо сейчас, либо никогда. Ты с ума сошел? Репетиция, любовь моя, давай. Так, подожди, Солодов, ты только что чуть дедушкой не стала, все туда же. Давай, держись, Боже, держись. я боюсь высоты. Боже, Солодов, сделай что-нибудь. Тут метр, а там будет всего лишь на пару километров больше. Нет, достаточно, чтобы приломать себе все ноги. Значит так, держишь руки спокойно, вот здесь, на груди. На груди. А потом на душе. Целая минута свободного падения. Ты представляешь, целая минута особенной свободы. Там ведь без разницы, сколько тебе лет или сколько осталось. Там без разницы имя, фамилия, номер числа, на банковских картах, все без разницы. Без разницы, сколько ты съел в час ночи конфет. Абсолютно. Есть ли у тебя дырка на носке? Или Мерседес гараже? Уборщица ты или крутой директор? Абсолютно без разницы. Где ты, Надюша? Все равны. Все равны. Абсолютно равны и свободны, как птицы, Надя! Держу. Вот какой ты себя птицей чувствуешь? Курицей! А я орлом! Я будет там шиповый! Никогда не оскорбляй человека, который лапает тебе парашют. Никогда не оскорбляй человека, который готовит тебе еду! Надюша, и вот ты летишь. После Я- минуты свободного падения я дергаю парашют. Подожди, Солодов, а почему ты дергаешь парашют ко мне? Ну, потому что парашют открывает кто-то один. А почему кто-то этот один, это ты? Потому что я мужчина. Ну, а я женщина? Вторая попытка, потому что у меня есть опыт прыжков, а у тебя нет. Ага, еще у тебя есть безалаберность. Ты обязательно будешь дергать за петлю. За кольцо, Надюша! Если ты мне не доверишься, никакого осторожно прыжка быть не может. Поняла? Я тебе доверила золотую мышку, рыбку не могу. А ты хочешь, я доверила тебе свою жизнь? Солодов, я боюсь! Я упаду, я поверю. Я лечу, Солодов. Ой, я умру. Ой, держи меня. Ой, Господи, у меня разорвется сердце. Разорвется, потому что просто тупо забудешь что-нибудь сделать. Надюша, ноги вместе. Ручки держи вот так. Кладешь мне голову на плечо. Я не могу, мне криво шея. Ничего страшного, я как-нибудь улакую тебя. Я буду здесь немножко выше. А что такое? Ты что приземлилась на меня? Давай поменяемся местами, а? Надя, Что? дай я тебе поцелую. Это зачем? Прошу. Так положено, перед прыжком. Да, давай. Солодов. Миленький. Хотя бы перед прыжком. Перед смертью скажи, кому ты принесся? Я же тебя уже заранее прощаю, ты только скажи. Наденька, я клянусь тебе, что этот букет я принес тебе. Просто так. Я клянусь. Врешь. Да провалиться мне на вот этом месте! Какая же ты сволочь, Солодов! Я так и знала, что ты приземлишься на меня! С мягкой посадочкой. Ты мягко, да? Послушай, признавайся, кому принес этот букет. Тебя даже стол выдал. Иди отсюда. Да это там свободное падение, Надя, а тут просто шмяк, потому больно. Знаешь, что, Солодов? В следующий раз я буду на тебя, позволь, от тебя будет больно. Стол выдал.
ума сошел? Что ты делаешь? Что это? Остановись! Ну все, приехали. Костя, не надо. Костя, не надо, пожалуйста. Ну все, Надежда, ты своего добилась. Успокойся. До свидания! Ну, с ума сошел, Ну, устроили тот момент, когда я решил тебе купить цветы. Я больше никогда в жизни, никогда не куплю тебе цветы. Никогда! Я уже романтический, я уже романтический. Ты что, болен? Нет, я не болен. Поэтому никогда не признается, что он болен. Он шизофреник, вряд ли скажешь, что это шизофреник. Я не шизофреник, Надя, я не болен. Я просто идиот, который просто решил купить жене букет. Костя, ой, стой, Костя. Смотри-ка. Домофон. Костя звонит. Ты присаживайся. Это не домофон. Так, присаживайся, можешь даже не улыбаться. Все хорошо. Ты улыбайся. Я буду. Улыбайся. Привет, котеночек. А мы вот с папой как раз хотели. Денег оставить, да? Нет, Катюша, мы решили, что прилетим к тебе на свадьбу. Мы решили с мамой прыгнуть с парашютом в тандеме. Вы что, больные? Да. Просто мы решили, что в этот важный день мы должны быть рядом с тобой. Не, па, вы ничего не должны. А? Не хочешь, чтобы мы переезжали, да? Я не хочу, чтобы моя свадьба совпала с похоронами. И вообще там спецподготовку только неделю нужно проходить. А мне не надо! Я в армии прошел. У меня даже корочка есть. А мама как будет прыгать? Я с папой в тандеме. У него же корочка. С ним ничего не страшно. Так, послушайте, мои хорошие, давайте я расскажу об ограничениях, а вы еще 100 раз подумайте. Так, соискатель не должен быть обременен какими-либо серьезными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и психические. Ни о каком прыжке с парашютом не может идти речи, если вы употребили алкоголь. Слышь, пап? Да, слышишь? И не важно в каком количестве. Вес и возраст также играют важную роль. Надо знать, что прыжки с парашютом разрешены соискателям, имеющим вес не менее 40 и не более 95 килограммов. Да? Вы уверены? Да! Ну, ок. Завтра в 5 база Тушина. Не забудьте страховой полис. А тебе действительно со мной ничего не страшно. Соло. С вами страшно иметь дело. И кто это? Что? Кто это? Что? Константин, вы не понимаете по-русски? No problem. Who is it? I don't know! Honey! I don't know! I really cannot see, not through the walls! Is this her? I hate you, Solomon! Ты my dog, Solomon! Кто я? Why, baby? Why? Ненавидишь? Ненавидишь за то, что звонят в дверь. Ненавижу за то, Костя, что она попадает в наш дом уже без домофона. Сейчас у меня не останется ни зубов, ни волос.
сарделька сардельки рознь. Предположим, Катерина Кабанова покупает белорусские свиные, а Родион Раскольников – брестский мясокомбинат. И вот каждый из них идет к себе домой, предположим, в Чижовке, и, подъезжая к дому, думает о том, что он сделал сегодня для своего семейного счастья. Задержите его. Я понятия не имею, что это за букет и от кого. Все понятно. Все понятно. Он ждал тебя на выезде, а выезд отменился. Костя, это какая-то ошибка. И что ты на меня так смотришь? Мне никогда никто в жизни не дарил цветов, кроме тебя. Врешь. Профсоюз на 8 марта 3 гвоздики дарит обычно. Точно не профсоюз, ты прав. Ну скажи что-нибудь, ну скажи хоть слово какое-нибудь. Опа! Спасибо за самый счастливый момент в моей жизни. ТМ. Костя, я понятия не имею, кто этот ТМ. Твою мать. МТ. Миша. Миша. Костя, Костя, не сходи с ума. Костенька, родной, остановись. Костя, ты же говорил, что не можешь ударить женщину. Видно, слишком не только я толкнул тебя тогда у Миши Трофимова. Костенька, не сходи с ума, я тебя прошу, я 100 лет не видел Мишу Трофимова, с того самого случая на даче. Осторожно! Стой, не бойся. 1, 2, 3, 4. Костя, у Миши Трофимова проблемы с памятью. Он вообще не запоминает ни телефонов, ни адресов. А номер квартиры, это же вообще за гранью реальности. К тому же, почерк, посмотри почерк. Почерк какой каллиграфический. А Миша Трофимов врач. Он пишет, как курица лапкой до него влезет. Сейчас этот идиот вернется и скажет, что ошибся квартиры. К тому же, желтый розы. Я же ненавижу желтый цвет, ты же знаешь. 25. Бабка ягодка опять. А почему сразу бабка? На свете 100 тысяч ТМ. Вот, например, среди моих дистрибьюторов, которых я, кстати, всех подписала. Еще Тюркин, Тухидзе, И Трофимов. всех их зовут ПМ. Не всех. То есть не зовут. М! Может быть и фамилия. Например, Медведев. Круг претендентов расширяется, так понимаю, да? И все они регулярно дарят тебе цветы. Нет! Я просто хотела сказать, что на свете 100 тысяч людей с инициалами ТМ. Марк Твен. Майк Тайсон. Вот! А ты сразу Миша Трофимов. Что? Что? Фенотипам попросила недостаточно валерьянки. Мишенька. Костя, ты Костя. Лучше валерьянку, все остальное все равно просрочено. То есть повод для остального все-таки есть. Солодов, я тебе Богом клянусь, я не понимаю, от кого этот букет. Надежда Николаевна, а вы лучше сразу. Быстрая смерть, она ведь лучше, чем медленное умирание. Костя, какая смерть? Катенька, доченька моя. Нас нет, Надежда Николаевна. Нет нас. А что Катя подумает? Подумаю, что старые маразматики забыли телефон дома и ушли гулять. Как будем делить машину? Костя, Квартиру. а никак она в кредите? Кота Барсика. А вот Барсик это святое. Солодов, я тебе еще раз повторяю. Я 100 лет не видела Мишу Трофимова. Тогда кто он? Я не знаю, Костя. Ты меня доведешь до инфаркта. До какого инфаркта, Котя? Миокарда. Ты меня, Котя, последний раз перед свадьбой называла. Что ты? Вы решили со мной развести? Да ничего я не решила, Котя. Я понятия не имею, от кого этот букет, ну честное слово, ну. Пока ты не скажешь, кто этот козел, я не сдвинусь с места. Ну хорошо. Хорошо, а почему ты сразу думаешь о плохом? Почему тебе даже мысли не возникает, что кто-то мог меня просто за что-то поблагодарить? Тут же нет ничего такого. Тут же просто невинное спасибо. За что? Мужчина может сказать спасибо женщине огромным букетом роз. За чашку чая? Я не знаю, Костя. Вот я правда не знаю. Зато я знаю.
Знаю. Ты обо мне такого мнения? Костя, зачем мы живем вместе, если ты обо мне такого мнения? Конечно, когда подагра, гипертония, трахикардия. Какая разница? Тогда, конечно, возникает вопрос, зачем мы живем вместе? Давайте, Костя, Надежда Николаевна, не тяните кота за... Понятно. Говорите, кто он? Кто он? Костя, послушай меня. Ну ты же умный человек. Ну подумай сам, если бы у меня появился кто-то, зачем бы я позволила этому кому-то присылать букет на домашний адрес, где у меня муж? Вот и я думаю, зачем? Стоять! Для тебя ведь это глазка. Для тебя важно, что подумают другие. И никогда, что подумаю я, каково мне. А я, слышишь, я всегда в первую очередь думал только о тебе. Костя, ну посмотри же, ты же сейчас сам сказал, что я не люблю выносить ссоры из избы. Ну зачем бы я позволила любовнику приносить букет домой? Вот ты созналась, значит, любовник все-таки есть. Да нет никакого любовника! Да не ври мне! Букет из 25 роз просто так не дарят! Пойду лампочку кручу. Стоять! Я сам! Магазин букетной продукции из цветов. Колодище, улица Минская, 5. Это же через дом от Мишенькиной дачи. Миша, ты в своем уме? Сотни людей живут. Кто? Кто я? Миша? Надя! Костя, прости. Сотни людей живут на улице Минская, 5. Это вот это я хотела сказать, Мишенька. Вот в том числе и правильная Мишенька. Слушай, а давай ему позвоним, и сразу все рассеется. Давай. А у меня нет его номера телефона. Давно? Давненько. А ты поищи. Костя, ты серьезно? Телефон отдала? Как тебе не стыдно, Солоду? Извольте пальчик. А мне не пальчик. Он меня по лицу узнает. Тарасов, Тюркин, Тухрица. Я смотрю, вся компания собралась. Ты телефоны всех своих коллег по шампуням хранишь? Практически. Всех 2000 человек. Я очень люблю своих коллег. А вот и Мишенька. Так и написано. Миша. В своем уме. Миша. Это Олин сын от Да что ты говоришь? Я сказала, Страшно? А ну отдай позвони. телефон, я сказала. А ну позвони, страшно. Костя, не прекрати сейчас же. Алло. Оля? Привет. Ага. А где Мишенька? В школе Мишенька. Правильно? Молодец. Что с голосом? Да нормально. У меня с голосом что у меня? Какой у меня голос? Солода, присни. Любовник жены настолько обнаглел, что присылает букеты прямо к нам домой. Представляешь? Скоро он будет длиться моей бритвой, пить мои таблетки от давления. Да, скоро. Прислал букет. 25 штук. Розы тебе не надо. Да? А наша Надежда Николаевна, моя жена, уверяет меня, что она понятия не имеет, от кого он. То есть наша Надежда Николаевна с кем-то спит,
А имени его не знаю. Вот такой вот парадокс, да. Почему же не знаю, Соня? Знаю. А вот это интересно. Оля, перезвони. Барсик. Я 5 лет сплю с Барсиком. За Барсик. Какая же ты все-таки сволочь! Ты же знаешь, что ненавижу, когда ты рассказываешь про нашу личную жизнь посторонним, но тебе же обязательно нужно все рассказать соседям, знакомым, незнакомым, родственникам, не родственникам. Потому что посуду не пьешь, и не потому что порядочный, а потому что жлоб. Вот это еще почему? Потому что заново придется покупать. А ты что? Ты у нас что, лучше? Что Я ли? лучше. Ха-ха. Я лучше, Солодов. После этого идиотизма с Соколовой. Соколовой. Измены! Измены, ты хотел сказать! Я сказал так, как я хотел сказать. Я тебе, дорогая моя, никогда не сказал. Дурак! А вот ты себе все покрутила. Громче, Солодов! Громче! Я же еще не все слышу, не все соседи! Давай, твое окошко! Думаю. Здесь двор знает! Что ты делаешь, Солодов? Нина Антоновна! Послушай. Первого мотива, Слушай, здравствуйте! Солодов. Знаете, что сапфировое кольцо она купила себе сама! Солодов, Иди! прекрати сейчас! Сама! Подожди, Николай Федорович! Он глухой! Он когда глухой надо, а когда не надо, он все слышит. Прекрати сейчас же! Николай Федорович, знаете, что у меня хватило мозгов купить жене на юбилей пылесос? Не трогай меня! Бью тебя сейчас! Я у тебя только для окружающих на доске почет. А в семье я просто тряпка на входе. Я никогда в жизни тебя прилюдно не оскорбляла! Сам ты меня всегда оскорбляла наедине. Что ты делаешь, Солодов? Ты помнишь мой день рождения в прошлом году? Помнишь? Это смородовник, что ты хочешь? Что? Я знаю мой пылесос. Это ж надо сломать пылесос. Чего же почему? Я красный, я мастер, смотри. Раз, два, да, покажи. Ушли! Ты дебил, Солодов, ты дебил! А ты вывела на меня наедине уж от грязи. А что я должна была и волосы прилюдно вырывать? При всех? Не надо вообще не надо было никому вырывать волосы. Да прекращай ты уже этот цирк! О, даже отключить не надо. А ты вечно делаешь из ничьи слова. А ты и слона муху, и неизвестно, что лучше. Проигранные деньги — ерунда. Измена — пустяки. Умершая золотая рыбка — тоже пустяки. Убери бокал, пожалуйста. Да пожалуйста. Что ты делаешь, Солодов? Господи. А что вселенская трагедия твоя золотая рыбка? Слушай, ты только что Оля кричала в трубку про меня гадости. Значит, ты можешь пожаловаться, Оля, а я не могу. Я не кричала и не жаловалась. А я хвасталась, что муж притащил домой огромный букет цветов. Оригинальный способ хвастаться. Положение мешает. Слушай, Солодов, у тебя паранойя, мания преследует. Почему я должна оправдываться в том, чего я вообще не совершала? В конце концов, мне это надоело. Так, все, хватит. Опять КПП. Ну, звони. Окей, Google! Магазин букетной продукции из цветов колонии Щелинская 5. Отойди, пожалуйста. Пожалуйста. Девушка, миленькая моя, мне сегодня доставили огромный пакет цветов. Пожалуйста. Разреши, пожалуйста. Пожалуйста, освободите ночью фамилию Богу наставлю. Адрес Селинского 46, квартира 105. Солодова Надежда Николаевна? Девушка, посмотрите, пожалуйста, повнимательнее. Там нет ошибки? Благодарю, спасибо. А что ты ржешь, Солодов? Что ты ржешь, а? В твоих интересах, чтобы там было другое имя. Почему? Потому что в таком случае ты не будешь обманутым мужем. В таком случае ты наш непререкаемый авторитет окажешься в луже. Так ты этого хочешь? Честно. Хочу. Фу. Ну, конечно, фу. Костя. Как жизнь? А у меня, видно, не очень. Ты представляешь, как я раньше не догадался, что это он ей купил сапфировое кольцо. А она мне врет, что выплачивает за него кредит. Ну, лиса же! Ну, смотрите, Послушайте, женщины, вы меня поймете. Если б у меня, девчонки, появился тот мужик, который подарил мне вот такое сапфировое кольцо, ну какого бы черта я жила в этой квартире с вечным ремонтом, а? Вы понимаете же меня, да? Да я всю жизнь работаю с собой, никого не
Включи монашка. Между прочим, в отличие от тебя, я всегда, каждое воскресенье хожу в церковь. Я исповедуюсь, я причащаюсь. Ты этого не делал никогда. Потому что я не грешу. А ты завтрашний сюда каждое воскресенье. Что, за неделю столько грехов набегаешь? Есть чем? Вот покаяться, батюшки, есть в чем. Я никогда в жизни тебе не изменял, дура! Это я уже слышу! Дурак! Букет из 25 роз тому доказательство. И в чем же ты там, дитя мое, исповедуешься, батюшка? А ты не батюшка, чтобы я тебе исповедовалась. Я твой муж. И что? Ты не находишь, что это куда важнее? Ну же. Парадокс. Ты никогда в жизни не можешь с мужем поговорить откровенно. Ну не можешь. А ведь это я знаю, что у тебя фобия высоты. Это я знаю, что ты не можешь отличить лево от права. Лево от права. Это я знаю, что ты любишь облизывать тарелку, когда никто не видит. Это я знаю. А говоришь ты это все батюшке. Почему? Надо же. Что он солод. Этого не знаю. Я понял. Я понял. Ты говоришь, что ходишь в церковь, а сама гуляешь с любовником. Содом и Гоморра. Мама моя. Нет, это я поняла, Солодов! Ты специально прислал на второй букет, чтобы меня во всем обвинить и со мной развестись! Ты дура, Надя! Почему ты меня все время оскорбляешь? Потому что если бы я хотел жить другой, я просто бы взял и ушел, а не тратил 375 рублей сначала на один букет, а потом еще на второй. Тогда откуда этот букет? И почему ты пришел с букетом? Не слишком много букетов для одного дня. Так, не заговаривай, вот правильно заговорила. Открывай сумку. Зачем? Ты меня обыскивала, теперь моя очередь. Ну, пожалуйста, мне нечего скрывать. Аптечку видел? Просроченный феназепам. Нельзя? Отлично. Колготки. Запасные. Интересно. Так. Ключи от квартиры почтового ящика. У меня такие же есть. Да, вот это моя любимая. О, глянь-ка. Опа! Еще говорят? Потрясающе. Потрясающе. Так, что у нас тут еще? Микрофон для караоке. Так, потом у нас... Не хочешь спросить, сколько я там пою? Ну ладно, неважно. Шпатель. Так, обойный клей, малярный скотч. Хозяйственная лак- масса. Я очень хозяйственная. А вот еще гаечный ключ. Вот это оригинально. Зачем? Чего оригинального, Солодов? Я уже полгода не могу допросить, что ты дверь к шкафу прикрутил. Кошелек. Кошелек. На, давай. О, вот это доверие. Давай, ну мне же нечего сказать. Так, Давай. фотография. Нет, это не фотография, вот эта фотография, посмотри, вот это вот, видишь? Это Барсика, да. Ну правильно, скажи, что твое фото. Конечно, мне что, твое фото носить, а что? Ну, не мешало бы, деньги. На кредит. Это мы проверим. Так, вот. А это карта. Скидочная карта, да, скидочная карта. Что тебе непонятно? Это скидочная карта и что? Скидочная карта от 306 номера гостиница «Меркурий». Солодов, я понятия не имею. Я никогда не была в 306 номере А это гостиницы. что? Это что? Это как понять? Это обман зрения. А, нет, я знаю. Злые недоподозреватели подбросили тебе эту карточку. Градусную прямо не везде. Кошелек. Вот, значит, это реклама. Стоп. Не сдамте. А? Я не хожу по гостиницам, Солодов. У меня есть своя квартира, да, в ремонте. Да, в кредит, да, своя. Я понятия не имею, как эта карточка 306 номера попала ко мне в кошелек. А за ними Вспомни. Валя. Помнишь, когда мы купили единственный раз в жизни машину? 13 июня. Правильно. Перед кинотеатром мы пошли куда? Куда? В гостиницу «Меркурий». На Зыбицкую. Ну, вспоминай. А! Нет там этой гостиницы. Сейчас там Робинсон-Сити. Правильно! 5 лет назад «Меркурий» переименовали в Робинсон-Сити. Господи! Мне можно я пожить в церковь? Если бы я это не вспомнила, никогда
времени. Выпустил! 5 лет ты бережно хранишь их так, да? Гигиенический набор ты тоже оттуда стащила. Я очень бережливая. И ёшик у нас в туалете, наверное, оттуда. Послушай, Солодов, вот устроит скандал из-за букета цветов с невинным спасибо. Не надо мне помогать, быстро справлюсь. Я хочу помочь. Не надо. Отойди, убери руки, это мои колготки. Вот понимаешь, жена сходила налево. Вот, пожалуйста. Налево, это туда! Отдай ему наверное скотч. Если бы она изменила, если бы она предала, в конце концов, если бы она перестала готовить, она устроит скандал из-за невинного букета цветов, это Солнцев. Сумасшествие. Убери эту гадость! Да, пожалуйста. Правильно, Надежда Николаевна. Вы все это перечисленное сделали уже раньше, авансом. Правильно. Все суммируется, Надежда Николаевна. Слушай, Чтобы получить портрет жены, нужно суммировать все, что она проделала на протяжении всей семейной жизни. знаешь что, Солнцев, я тебе всегда готовила и не делала ничего плохого. Куда-то пальцы. Ты проколола шину моего мотика. Господи, если я этого не сделала, то убился бы на следующий день на своем мотике. Ты разбила мою коллекцию. Пустых бутылок из-под водок и коньяков, это что за коллекция такая? Это были коллекционные коньяки водки. 18 бутылок зубровки, в каком месте она коллекция? Через 100 лет это был бы родитель. Хотя бы могла бы продать это за большие деньги. Ты хочешь, чтобы твоя дочь давала бутылки? Надюша, вот ты вдумайся. Ты уничтожила все, что я так долго, так тщательно и с такой любовью собирал. Солодов, если бы я этого не сделала, нам бы негде было жить, и ты бы кончил жизнь алкоголиком. Я не понял, кто на кого насел? Ты ни разу не сделала мне подарок на 23 февраля. А ты вообще никогда в жизни мне ничего не дарил. Надя! Вот ты не ходи, пожалуйста. Ты в прошлом году получила норковую шубу. В прошлом? Не в прошлом, а в позапрошлом. Не шуба, а полушуба. Еще давай скажи, что он был чем-то хуже других. Знаешь что, Костя? Я других не видела, потому что ты поехала ее покупать себе налично. Кстати, дурацкая привычка. Все надо мерить, она не сходится у меня на груди. Ага. Это, Надюша, была самая норковая шуба. Нарковее, чем у Соколова. Ешь. Попробуй, попробуй. Ешь, ешь. Витаминчики очень вкусные. Вот так. А Соколовой тоже ты шубу покупал? Надя, ты интересная женщина. Ешь. Где? Соколовой. Покупал шубу Соколов. Демидовой Демид. Соколова тоже делает подарки Соколова. А Демидова Демидову. Вот такая микросхемка. Никогда. Никогда не делал мне подарки на Новый год. Ты вообще мне не делаешь подарков. Ты же вообще мне ничего не дарил. Я вешу купюру на елку. Ты же знаешь. Знаю. Смотришь, сколько я повесила, вешаешь столько же. 1 января встали, каждый снял свою 200-ку с елки. Никакого ущерба личному бюджету. Но я же не вешу меньше. Значит, скажи спасибо. Ну там хотя бы. Спасибо, Солодов. А кто Кате на день рождения на 83-й юлу подарил? Я не виноват, что там пишут 18+. Солодов, 18 плюс – это месяц. 18 плюс – это для детей от 1,5 лет, понятно? Так пускай так и пишут. А на следующий год после пылесоса ты подарил мне веник. Точнее, швабру. Да нет, веник. Швабру. А у меня золото. И золота не было. Ни ювелирных украшений. Ни нового платья. Ни отдых на море. Но ты подарил мне электрошвабру, Костя. Ты сама виновата, что у тебя не было моря. Я тебе говорил, Надюша, поехали. Поехали, ну. Говорил. Голубку! Голубку! А я хочу в Ниццу
какая разница, а? Ну и там море, и там море. В Алуке тебя все понимают хотя бы. А птицу надо изъясняться этими жестами. Да еще и в евро платить, ты что? Отвернись, пожалуйста. Настя. Зачем это? Пожалуйста, отвернись. Я прошу тебя на минутку. Просто не подсматривай. А Соколова я видела в Ниццу. Это ты ей в Ниццу оплатил, больше некому было. Наденька, отвернись. А Оля в прошлом месяце ездила в Пекин. Да. Да. Это что, тоже я? Конечно, а кто еще? А Ковалева летала в Эмираты. Это тоже ты. Тоже я, конечно. Надюша, ты ей скажи. Ты во всем виноват. Ты скажи просто, что я виноват во всем. Говори, что я виноват во всех смертных грехах. Да. Даже если у тебя нет доказательств. Просто говори мне, что я виноват, обвиняй меня во всем. Да Что ты ладно! хочешь, Костя? Надя, не смотри, пожалуйста. Пожалуйста. Это как если вот у тебя, допустим, понос целый день. Меня? Не смотри ты, Господи. Подожди. А ты просто в мозгах перебираешь, кого в этом обвинить. Молоко, шелму или селедку. И бездоказательно свалишь все на молоко. Оно, это молоко, может и не виновато вовсе. И свежее это молоко. И совесть у него чистая, у этого молока. Вот я, Надюша, как то молоко. Какая метафоричка солода. Наденька, я виноват. Я виноват, что я не умею так красиво выражаться, как ты. Костя, что там? Подожди. Ты даже гадости говоришь красиво. Это ты Тебе. Надюша, Костя, ты чего? ты давно этого хотела? Я знаю. Наденька, это тебе. Угадал, что ли? Новый, ну, как ты не хотел, Надя? Надюш, говори, кто он? Просто скажи, уж признавайтесь. Надежда Николаевна, говорите. Кто он? Солода, ты своего добился. Хорошо. Этот букет мне принес мой любовник. Умный, красив, богат. Я всегда такого хотела. Подумайте хорошенько. А что тут думать, Солода? Что тут думать? Я хочу быть богатой. Богатой настолько, чтобы ездить в Ниццу, а не в Алупу. Я хочу выкидывать пакетик чая после первого заваривания, а не делить его на 4 чашки. Это серьезно, да? Еще как, Солода. Знаешь, какое? Спасибо. А ты помнишь, как ты все-таки первый раз приготовила мне цыпленка табака? Ты думала, что он табака, потому что его посыпают табаком. Ну, и посыпала его табаком. А потом еще полчаса говорила, что бабушка твоя посыпает табаком, а ты вся в бабушку и посыпала табаком. Он лучше всех, Костя. Он меня любит. А еще ты интересно пропускаешь кофе. Каждый раз одинаково. Каждый раз. Ты постоянно
крутишь не ту, комфортно выключаешь, и оно выкипает. Надо крутить правую, а ты левую, и кофе выкипает. Каждый раз одно и то же. Каждый раз. Он никогда меня не критикует. Он джентльмен. Он сама галантность. Вот что значит не математический склад ума. Ты совершенно не можешь найти причину устранить ее. Совершенно. Ты постоянно крутишь не ту комфортку. Постоянно давишь с ним те рычаги, Надя. А кофе выкипает. У него всегда начищены ботинки и стрелочки на брюках. А когда ты была в родительском комитете у Кати в школе, это же надо было подарить проигравшим в викторине книжки, униженные и оскорбленные. Бедные дети. Но это в твоей манере. Знаешь, какой у него запах? Он пахнет твоим гейтом. Он щедрый. Вон какой букет цветов подарил. Ну ты же ненавидишь желтое розы. Кто тебе такое сказал, сынок? Я обожаю желтые розы. Это мой любимый цвет. Ты его любишь Обожаю. и выйдешь за него замуж. Естественно. Я даже не знаю, как ей сказать. Здравствуй, дочь. Привет, пап. Нам нужно с тобой поговорить. Что за трагический голос? Где мама? Мама, здесь Да ладно, вы сначала скажите, вам цветы понравились, а потом расстраивайте. Какие цветы, доченька? Ну, от Матиаса, он отправил вам цветы. Ну, у нас был какой-то букет вот ТМ. Мам, ты говоришь, как будто тебе каждый день посылают цветы весь алфавит. Пап, ты чего? А как связан ваш Матис с нашим ТМ? Да. Твой. Ну, Матиас там, фамилия такая. А, Матис М. Там. И здесь, И там. Черти что. Понятно. Пап, все хорошо? А? Да нормально все, чувствую. Наденька, как же надоела эта жизнь с этими телефонами. Это же невозможно, Надюша. Дочь приходит виртуально один раз в день домой. К нам один раз виртуально. Зять присылает букет. Не соизволит даже представиться гостевым. Послушайте, меня видно? Да, видно. Да? А вы можете просто взять и приехать, как в старину было, как раньше были. Люди приезжали свататься. У нас товар, у вас купец. Папа, поздно свататься. Свадьба в воскресенье. Поэтому ты решила не приглашать нас с матерью, а выслать скам, штампом, господи. Пап, Да, Катюша, да что ж вы делаете, а? Да мы живые с папой-то. Ну, Катенька, ну ты посмотри, ты видишь маму? Смотри, мама ручки, вот она, вот, тепленькая. Смотри, Катя, 3, 2, 1, обними меня, 3, 2, 1. Что мы с мамой твоей можем-то делать? Катенька, да ты же скоро завтра обедать и ужинать будешь по смс-кам, Катюша. Прости меня, заниматься любовью по WhatsApp. По WhatsApp? Так зачем же вам прыгать с парашютом дальше?
У вас даже облако виртуальное есть, Катя! Мак, ты чего? Я первый раз тебя таким слышу. И последний. В смысле? В коромысле я разобью все телефоны. К чертовой матери! Вот перед мамой клянусь, и ты никогда не сможешь так позвонить. Понимаешь? Никогда! Папа, не надо так радикально. В вашем планшете куча моих фото. Да-да-да, это правда. Я... Так, все, закончили разговор. Хочешь видеть нас? Приезжай, welcome! Ну и младенец прыгнул с парашютом. Настоящим. Костя, тот самый случай, когда бы я выиграла игрушечный. Подожди. Катя! Дорогая наша девочка. Костя! Отец, там. Это ты там, там. А тут ты, тут. Понятно? Все настоящее. Все настоящее. Парашют настоящий. Облако настоящее. Зять, слава богу, настоящий. Кольцо настоящее. Отец. Надежда. Очень приятно. Как скажешь. Котя. Словно на автопилоте, будьте все время в полете. Пусть вы на взводе, пусть нервы сдают, пусть вас грызут на работе. Но если вместе раскрыть парашют, преодолеть можно ветер и шум. Чтоб не остаться в пролете, будьте все время в полете, полете. Слов напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда стучится в окна грусть и не уснуть. Вместе мы столько лет. Будь со мной, ведь мне одной не светит. Жди, не жалейте прошедших, будьте слегка сумасшедшие. Ждет вас подаренный мужем букет для самой лучшей женщины. Но если браки зашли за черту и задохнулись все чувства в быту, хватит лежать на диване, счастье живет между нами, между вами. Слов напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда стучится в окна грусть и не уснуть. Вместе мы столько лет. Будь со мной, ведь мир одной не светит. Мама, это немножечко опасно. Сломается, не накажет